Добрый день. Как можно определить, у кого есть или нет женское заболевание в обычной жизни? И на какие симптомы нужно обратить внимание? Например, боли вниз живота, зуд, жжение, необычное выделение, нерегулярный менструальный цикл, дискомфорт при половом контакте, ощущение комка вниз живота, болезненная менструация и так далее. Конечно, безупречно не могут и появиться подобные симптомы. В первую очередь можно сказать, что это и есть признак заболевания женской репродуктивной системы. Например, 70% женщин, у кого болезненная менструация, имеет женское заболевание эндометриоз. 50% женщин с эндометриозом страдает бесплодием. Тогда что такое эндометриоз? Это когда во время менструации клетка эндометриоз из внутренней стенки матки через маточную трубу попадает на яичник. Далее эти клетки, как тараканы, могут гулять по всему организму. Если попадут в кишечник, может быть понос или запор. Если в глаза, то из глаз пойдет кровь. Это как будто менструация из глаз. Хотя такие случаи очень редко, но существуют. Также эти клетки могут попасть в легкое, в желудка, в горло, в мочевые пузыри, даже нервную систему. Вот почему много женщин во время менструации страдает болями и недомоганиями и так далее. На самом деле, до настоящего времени современная наука не может определить точно причину эндометриоза. Иногда пишут противоречивое мнение. Поэтому сегодня я решил поделиться немного своими знаниями с нашими женщинами и учеными. 1000 лет назад тибетская медицина женская болезнь делится на 40 видов и на 5 групп. Одна из групп заболеваний называется ЦН. Именно эта группа заболеваний относится к эндометриозу. Эта болезнь тибетски по-другому называется 16 видов болезненных каналов. Вот клетка эндометриоза через 16 каналов попадает в 16 разных мест. Итог в тибетской медицине получилось 16 видов эндометриоза. То есть эндометриоз легкого, эндометриоз сердца, эндометриоз печени, далее желудка, желчный пузырь, кишечник, почка, таза, даже кости и так далее. Каждый вид эндометриоза имеет особый симптом, и они отличаются друг от друга. Конечно, методы лечения тоже каждый по-разному. Здесь возникает вопрос, как же эти клетки попадают в разные органы. Тибетская медицина объясняет, что при дисбалансе во время менструации менструальной крови с желтой водой через 16 каналов распространяется по всему организму. Тогда что такое желтая вода? Желтая вода образована из прозрачный сок, желчь, который образован из осадка крови. Она находится во всем организме. Обычно объем желтой воды составляет 4 пригоршни. Желтая вода точно так же подобие крови является частью тела, но при дисбалансе она превращается в так называемое заболевание желтой воды. Симптомы могут быть отек, гематома, опухоли, киста, воспаление, боли, анемия, спазмы и так далее.
Желтая вода делится на два вида. Белая желтая вода и черная желтая вода. Но здесь я сильно не буду усложнять, так как эти тонкости, в принципе, вы можете узнать в моей книге. В ней написано много подобных вещей. Тогда что такое и как выглядит эта желтая вода? Допустим, у кого получился ожог, то далее образуются пузыри на коже. Жидкости внутреннего пузыря и есть желтая вода. Жидкости киста любого внутреннего органа, который является желтой водой. Поэтому здесь несложно понять, когда по разным причинам нарушается баланс организма, тогда во время менструации клетка, образованная внутренней стенкой матки из кровнистой желтой водой, через 16 каналов попадает на слабые части внутреннего органа. И именно на этих местах образуются опухоли, киста, воспаление кровотечения и так далее. Эндометриоз обычно относится к хирургическим заболеваниям. Действительно, иногда хирургическое вмешательство помогает при эндометриозе, и иногда это необходимо. Но очень много женщин недовольны результатом операции, так как после операции много опять возвращаются эти болезни эндометриоз. Почему? Потому что хирургическим путем не может до конца удалить эти клетки кровнистой желтой воды. Поэтому я всегда предлагаю в практике гинекологической клиники объединить методы современной медицины и методы тибетской медицины. Тогда было бы наиболее результативное лечение, так как столько тонкостей объясняется в тибетской медицине, и такое глубокое знание по эндометриозу описывается в древней тибетской медицине. В моей 20-летней практике я вылечил более 1000 пациентов с диагностикой эндометриоза, используя мои авторские методы лечения. Что я хочу сказать здесь? Что если у кого болезнь менструации, есть большая вероятность, у нее уже есть болезнь эндометриоза. Но это не является неизлечимым заболеванием, она лечится. Если нет эндометриоза, то надо стараться, что не заболеть эти сложными заболеваниями. Обычно причина эндометриоза может быть из-за аборт, стресс, противозачаточные средства, воспалительная инфекция, ранней половой жизни, неправильное питание, переохлаждение, следствие операции, не берегли себя после родов, табакокурение, злоупотребление спиртных напитков и так далее. Вот и сегодня я немного объяснил о женской болезни, особенно эндометриоз, с точки зрения тибетской медицины. Думаю, это будет полезно для вас. Спасибо большое.